Встретил нас на вокзале маршал Советского Союза в то время был, Клементий Ефремович Ворошилов. Но он длинных речей не говорил, а просто летучку сделал, сказал, что Ленинград полностью окружен, сидит голодный, без снарядов, без боеприпасов, поэтому большая надежда на вашу помощь, чтобы сделать прорыв обороны Ленинграда и освободить Ленинград. Ну, на этом, конечно, летучка закончилась. И 13 января наше счастье, начали наступление. Наступление начали с Волховского фронта, чтобы соединиться с Ленинградским 54-й дивизией. Местность заболоченная, там подряд были поселки, торфяные разработки велись. Поэтому пришли танки для поддержки пехоты. Ну, из 8 танков 4 увязли в болоте сразу. Ну, начала работать артиллерия 13 января утром в 6 часов. После артиллерийского налета мы сделали такой смешанный залп сначала, потому что немцы привыкли к тому, что всегда «Катюши» делали заключительный залп, и пехота поднималась и шла в пехоту. А чтобы смешать их, то есть, чтобы они потеряли ориентир, несколько дивизионов сделали залп, а потом начала опять работать артиллерия, и после получасовой артиллерийской подготовки мы сделали заключительный залп, и пехота пошла в наступление. Таким образом, 18 января 1943 года Волховский фронт соединился с Ленинградским.